В прямом эфире ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. 1,5 часа назад в республике закрылись избирательные участки. В стране сегодня единый день голосования. Татарстан выбирал депутатов 6-го созыва Госсовета. 2811 участков работали с 7 часов утра. В республике почти 3 миллиона избирателей. Избрать им предстоит 100 депутатов парламента. 50 из них пойдут по партийным спискам, 50 одномандатники. Весь день мы следим за ходом выборов и готовы рассказать, как сложилась картина дня. На этих выборах участвует 7 политических партий. Руководители каждой сегодня проголосовали на своем участке. Кто-то сделал это в родном городе, кто-то по системе «Мобильный избиратель» в районах. В хорошем настроении с супругой Луизой Акрамовной Фарид Мухаммедшин пришел на свой участок в Казанском лицее номер 116 ровно в 9 утра. Перед голосованием общение с избирательной комиссией. Обстановка очень неплохая и на избирательном участке. Наблюдатели присутствуют от различных политических партий, представители. Я думаю, что выборы пройдут успешно, с высокой избирательной культурой наших избирателей. Свой голос отдал и первый руководитель татарстанского отделения партии «Коммунисты России» Альфред Валиев. На участок он пришел вместе с детьми и женой. Я призываю сегодня всех татарстанцев прийти на выбор. Неважно, за кого они будут голосовать, но сделать обязательно это. Обязательно прийти и проголосовать, чтобы у нас был дальнейший стабильный Татарстан. Лидер «Справедливоросов» пришла голосовать в родную 114-ю школу Казани, где и училась сама, и преподавала. Здесь первые оценки, первые учителя, друзья, одноклассники. И потом школа когда-то была одной из лучших по воспитательной работе. Лидер российской партии пенсионеров Виталий Смирнов проголосовал сегодня в 10-й гимназии. Дома все хорошо. Вот звонили друзья, спрашивали, как дела, интересовались, желали удачи. Лидер партии «Роста» в Татарстане Олег Коробченко также уже отдал свой голос. Его участок в родной Челнинской школе. Сегодня, как ни странно, осень, а такая погода замечательная. Сегодня у моих 3 друзей день рождения, поэтому я сегодня пришел с букетом. У моего директора школы день рождения. Свой политический выбор сделал и кандидат от ЛДПР Марсель Габдрахманов. На выборы татарстанский либерал-демократ пришел вместе со своей супругой. Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов воспользовался возможностью системы «Мобильный избиратель» и проголосовал после обеда в Набережных Челнах. Анна Городова, Рамзин Гарипов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. На новом месте в тот же час сразу в 2 точках республики, на Полисе и в Казанском микрорайоне Салават-Купырэ, сегодня открыли новые избирательные участки. Если в Казани вдобавок к существующему открыли еще 2 похожих, то участок в городе будущего точно не похож ни на что. Рамиль Шайдулин с подробностями. Вот где сегодня и вправду выбирают будущее, так это в самом новом городе страны. Иннополис к голосованию подошел по-своему креативно. В 7 утра в небо прямо над избирательным участком IT-города взмыл воздушный шар, метка, показывающая его местонахождение. Такой ивент, такое событие, красивый воздушный шар поднять в небо над городом, над той точкой, куда надо приходить. Одной из первых на этот сигнал пришла Мария Белова. Впервые в своем городе она выбирает депутатов Госсовета. Я 3 года здесь живу. Впервые проголосовала, осуществила свое конституционное право. Здравствуйте, улица какая? А 105, пожалуйста, проходите. А вот жителей Салават-Купырэ все дороги привели в 182-й лицей. Впервые все они голосуют вместе. Вдобавок к одному участку здесь открылось еще 2. Один участок перешел, он в Салават-Купырэ уже был, 134-й, и создали 2 новых участка, 86-й и 105-й. Теперь все избиратели могут проголосовать в одном здании, но в разных его крыльях. Например, здесь улица Залесная или Нурихана Фаттаха, там Лужная, а вот здесь справа уже Зелантовская. Соответственно, это разные участки. Школа рядышком, вот, в которую можно посетить спокойно, проголосовать. Очень удобно, близко. Молодцы, что сделали так. Всем людям хорошо. В центре внимания сегодня долгожительница микрорайона Марии Шориной, 102. Всем вам, добрым людям, доброго здоровья. Мария Семеновна – одна из сотен жителей, которые сегодня голосуют на новом месте. По прогнозам участковой комиссии, до 10 вечера свой выбор здесь делают почти 5000 человек. Рамиль Шайдулин, Анна Городнова, Данил Филатов, Алмаз Зиединов, ТНВ, Иннополис, Казань.
Сделать ответственный выбор в компании мультипликационных героев. Голосовать, не выходя из дома или с новорожденным ребенком на руках. Свой гражданский долг сегодня исполнили молодые мамы, многодетные семьи, инвалиды и те, кто находится под стражей. На самых необычных избирательных площадках побывала Юлия Муратова. Что-то просто мне мои сказали. Никогда не пропускал и остался верным такой традиции. 96-й городской гимназии сегодня голосует федеральный инспектор республики Ренат Семерзянов. По его словам, проголосовать значит обозначить свою гражданскую позицию. Как положено, я начинал еще в студенческие годы голосовать. С тех пор ни по каким причинам или поводам пропусков выборов не было. Свой голос отдал руководитель команды КамАЗ-мастер Владимир Чагин. На участок он прибыл сразу с аэропорта после рабочей командировки. Не случайно это делается, чтобы каждый мог выразить свое мнение, понять, кто может быть лидером в каком-то направлении нашей жизни, кто способен нашу жизнь улучшить. Пример организованного подхода к голосованию сегодня демонстрируют работники Казань-Оргсинтеза. Уже утром на избирательных участках и руководство, и профсоюзы, и рабочие. То, как мы будем жить завтра, зависит от того, какой выбор мы сделаем сегодня. Протоиерей Алексей Чубаков голосовал сегодня в 72-й Казанской школе. Здесь учатся его старшие дочери. На избирательный участок пришел с младшим сыном и супругой. Если мы хотим жить в достойной стране, чтобы нам было отрадно и радостно за свою отчизну, мы должны быть активными. А Чулпан Абдрахманова и свой голос отдала, и ребенка родила. И все в один ответственный для республики день. Почти в 4 утра в семье Абдрахмановых родилась девочка. Ее мама уже сделала выбор будущего для себя и своего ребенка. Родная моя, маленькая, самая любимая. Срок нам ставили 12 сентября, но мы не ожидали, что сегодня она родится. Чуть позже ждали. Но нет, она решила родить сегодня. Вместе с многочисленными татарстанцами сегодня пришла на выборы многодетная семья Ибрагимовых. Ходить на голосование вместе с 3 детьми уже стало их доброй традицией. Мы сходили на выборы, нам дали браслеты, и мы вот вечером сходим на концерт. Те, кто не смог отдать свой голос на избирательном участке, сделали это у себя дома. Члены избиркома посетили на дому татарстанцев-инвалидов. А для маломобильных граждан на участках пандусы и специальные кабины. Для незрячих бюллетени шрифтом Брайля. Доступно, добрался до участка, хорошо встретили, выдали бюллетень, отдельная кабинка. Исполнил все как надо, проголосовал. Ощущение гражданина – это всегда какой-то значимый день причастности к жизни в стране, что обязательно мне как-то всегда хотелось голосовать. Сейчас это даже стало немножко проще. Я через госуслуги зашел 2 минуты, оформил электронную заявку и перевел свое голосование из другого участка на ближайший. Тот же ящик, те же бюллетени, только привозят их группы и под конвоем охранников. Своим правом выбора сегодня воспользовались те, кто находится под стражей. По всей республике на необычных избирательных участках проголосовали более 1200 заключенных. В УИК был получен агитационные материалы, которые были развешаны на корпусах. В принципе, также по телевидению, которое находится в камерах, доводилось до следственно арестованных, их права. Но самую необычную атмосферу сегодня, пожалуй, создали на 45-м избирательном участке. Ослик, зебра, единорог и жираф с улицы Баумана встречают избирателей уже на входе. Так же, как и все голосуют, но не перестают развлекать пришедших. Выборы для меня являются очень сильно семейным праздником. Поэтому мы пришли сюда именно поддержать этот праздник, пофоткаться с семьями, детей порадовать. Юлия Муратова, ТНВ, Казань. Они на выборы сегодня пришли всем двором. Жители казанских домов в воскресное утро встречали с песнями и пирогами. Так сегодня сплотил их не только гражданский долг, но и желание облагородить придомовую территорию. На помощь должна прийти новая республиканская программа «Наш двор». У жителей была возможность прямо на избирательном участке заполнить анкету и выбрать приоритетные работы по благоустройству двора. Весело, с песнями, с танцами и, конечно же, с пирогами, сохраняя лучшие традиции. Народ выбирает свое будущее. К депутатам сегодня обращаются через частушки. Депутаты, депутаты, мы надеемся на вас. Сочиняйте так законы, чтоб работали на нас. Сочиняют
взяли сами, в них и главные наказы. Верят, первым делом засияет их двор. Детям уже давно негде играть. Ну, асфальт самое главное, потому что яма и очень тяжело. И площадки, горки, качели. Уже в 7 утра здесь никто не спал. Как в песне, дни рождения, проводы, а теперь и выборы всем двором. Облагородят, поводов для встреч станет больше. Здесь же очень много людей старшего поколения, да? И поэтому для них это праздник души. И когда будет здесь все комфортно и уютно, я думаю, эти традиции продолжатся. Жителям в помощь новая республиканская программа. На ее реализацию на ближайшие 3 года выделят 50 миллиардов рублей. Пока время заполнить анкеты. Да, я заполнил анкету, но стараюсь, чтобы наш двор был очень красивый, потому что мы в нем живем. Изменений ждут и жители по улице Габишева. Домам тут без малого 40 лет. С ними ветшают и дворы, и площадки. А кому-то просто необходимы парковки. Эти вопросы и стали главными в анкете. Мы здесь живем, здесь растут наши дети, они здесь гуляют. И хотелось бы, конечно, чтобы наш двор был благоустроенный. Дружно, не грузно, а врозь хоть брось, говорят они. И поддерживают это своим голосованием. Дружным и активным. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Свежие цифры явки, анализ активности избирателей, информация о работе штабов партий. Сегодня с самого утра в «Пирамиде» работает единый информационный центр выборов 2019. Он организован Центр избиркомом и Общественной палатой республики. В течение дня сюда стекались все данные о ходе голосования. Впечатлениями о прошедшей избирательной кампании и текущих выборах здесь поделились и представители партии. Осуществление своей избирательной кампании мы не встречали никаких препятствий в этой избирательной кампании. Мало того, хочу поблагодарить средства массовой информации, которые активно откликались на все наши пресс-конференции. Выборы в Татарстане, они в нашей стране самые организованные. Я участвовал в разных выборных кампаниях, в том числе и на дальневосточном форпосте нашей страны на Сахалине в 2017 году. Поэтому есть с чем сравнить. Очень высокий уровень организации, с каждым годом он растет. 1000 наблюдателей приехали в Республику Татарстан помочь областной партийной организации проконтролировать, как работают наши избирательные комиссии, как работает в целом система ЦИК. Все было законно. И Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан во главе с Шариахметовым, Медхат Рафкатовичем, у нас вопросов нет. Выборы у нас, конечно, в республике проходят на высшем уровне. Но оценку бы поставил 4 для того, чтобы был резерв, чтобы было куда стремиться. Оценка весьма положительная, потому что я имею возможность сравнивать с предыдущими кампаниями. И не только в Казани, не только в Татарстане. Они не только вместе поют, занимаются спортом, но и голосуют. Сегодня бабушки села Нурлаты Зеленодольского района доказали, что активны во всем. Сразу после утренней пробежки они пришли на участок, чтобы сделать свой выбор. Говорят, от этого зависит будущее их внуков. С активными пенсионерками пообщалась Зарина Ахметова. Своим традициям пенсионерки села Нурлаты и сегодня не изменяют. Утренняя прогулка на велосипедах, зарядка на воздухе и скандинавская ходьба. А после сразу на избирательный участок. Наше сообщество «Молодые сердца», оно единое, как единый орган. Мы во все праздники, во все такие события всегда вместе, всегда собираемся. И хочется отметить, что это политическое событие для нас тоже не безразлично. Активные бабушки, оказалось, активны во всем. На досуге посвящают время не только спорту и песням, но и политике. Говорят, не каждому доверят будущее республики. Ведь народный избранник – это не только человек, который говорит со сцены красивые слова, но и выполняет свои обещания, наказы своих избирателей. Наш наказ – сделать жизнь нашу комфортной. Здесь в Нурлатах не только бабушки продвинутые, но и оборудование для голосования. На одном из избирательных участков есть электронные комплексы обработки данных. Для того, чтобы сделать свой выбор, не нужен бюллетень. Достаточно просто нажать на нужную клетку в планшете. Вся процедура конфиденциальна. Всего в Нурлатах 3 избирательных участка, где проголосуют 2299 человек. Среди них и жители соседних деревень. Организовали все нормально. Вчера была приемная комиссия, все комиссии приняли, все нормально, претензий нет. Бюллетени подписаны, галочки проставлены. Выбор сделан. Зарина Ахметова, Азат Самигуллин, ТНВ, Зеленодольский район.
Кто-то пришел рано утром, кто-то приехал из города в родное село, а для кого-то это настоящий праздник. День выборов сегодня объединил тысячи татарстанцев. На избирательных участках республики голосовали студенты, пенсионеры и семейные пары. Прекрасное настроение, с утра встала, зарядку сделала, позавтракала, кое-что сделала по хозяйству, и вот пришла сюда с удовольствием. На мой взгляд, почему голосовать, надо уважение делать. Уважение. Мы же отдельно не живем где-то, правильно, на острове, а все должны вместе. Я думаю, здесь важна честность. Вот. Честность перед кем? Честность перед собой, в первую очередь, и перед всем народом, потому что получается, каждый голос важен для всех. Мы делаем свой выбор и надеемся, что и в дальнейшем в Татарстане будет, и сейчас много вкладывается в дело культуры, и в дальнейшем будет вкладываться также. Хотели бы, чтобы наша молодежь активно развивалась, вносила какие-то важные законопроекты. Учусь в Казанском федеральном университете, и в эту знаменательную дату, день голосования, решил сюда приехать, естественно, потому что очень ответственные события, которые определяют наше будущее. Праздник сегодня. Я живу в Татарии, поэтому я всегда хожу на выборы, потому что это положено так всем. Я хочу сделать хотя бы маленький вклад от себя. Они же, так сказать, наши гаранты всей нашей жизни. Они будут заниматься большими делами. И в эти минуты завершается селекторное совещание в штабе «Единой России». Здесь на прямой связи председатель правительства и российский лидер партии. Он дал свою оценку работе республиканского отделения. Прямо сейчас с нами на связь выходит Зарина Ахметова. Зарина, здравствуй. О чем говорят единороссы? Да, Алексей, по традиции после региональных выборов представители отделений делятся результатами с председателем партии. Сегодня ровно в 21:00 Дмитрий Медведев вышел на видеосвязь с представителями регионов. Первым делом он, конечно же, поприветствовал всех участников сегодняшней встречи. Он отметил, что в этом году в процессе голосования приняли участие немало молодежи. Также он дал первую оценку сегодняшним выборам. Давайте его послушаем. Спасибо, Фарид Хайрулович. На самом деле вы все абсолютно точно характеризовали и состояние избирательной кампании, и конкуренцию, и то, что абсолютное большинство других политических сил, конечно, прежде всего соревнуются с «Единой Россией», что естественно, потому что мы правящая партия. Я поздравляю вас с итогами, в любом случае они есть. Какие итоги окончательно определит подсчет голосов, но, судя по всему, поводов для оптимизма у нас достаточно. Спасибо вам и до связи. До встречи. Первым на связь вышла Иркутская область. Конечно же, о ходе сегодняшних выборов рассказала и отделение республики. Здесь сегодня в штабе единороссов собрались, скажем так, первые лица партии от Татарстана. Фарид Мухаммедшин взял слово. Он рассказал о том, какая обстановка была на избирательных участках, как работали сегодня наблюдатели. Сказал, что все прошло довольно хорошо. Конечно же, он поделился с председателем партии и ходом избирательной кампании. Давайте тоже его послушаем. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, Борис Вячеславович, Андрей Анатольевич, Сергей Иванович, коллеги, у нас такое же приподнятое настроение, как я чувствую и в Центральном штабе у вас, поскольку «Единая Россия» в Татарстане успешно провела эту избирательную кампанию. 2 935 000 избирателей зарегистрированных на 2811 избирательных участках. Ровно в 7 часов были открыты, и целый день шло активное голосование. Точные цифры здесь, конечно же, пока не говорят. Буквально пару часов назад завершилась работа на избирательных участках. Предстоит немалая работа по подсчету бюллетеней, поэтому все с нетерпением ждут окончательных данных. На этом у меня все. Алексей. Спасибо, Зарина. Это было прямое включение из штаба «Единой России». Ну а мы продолжим. Ради них сдвинули даже начало выборного дня. В 7 утра участки открылись именно для того, чтобы селяне успели проголосовать и урожай собрать. И они не подвели. Одни из самых активных с самого утра сельские районы. Как в поселке Бирюли Высокогорского района сначала на избирательный участок шли, а потом в приусадебный, увидел Сергей Хайдаров.
На часах 7 утра сельские жители уже на избирательном участке. Наверное, здесь, в отличие от города, свои понятия времени. Одними из первых сделать свой выбор пришли местные комбайнеры. Сейчас полным ходом идет сбор картофеля, но они, кажется, хотят успеть все. С утра голосование, после сбор урожая. Для них это уже традиция. Голосую, чтобы детям, внукам хорошей жизнь была. Мы люди деревенские, поэтому у нас долго не спят. У всех работа, кому-то нужно в поле, у кого-то хозяйство. Откуда такой пришло? Значит, год такой. Слово, какой крупный. Она еще какой вкусный. Это те же бирюли и снова сбор картофеля. Правда, не в промышленных масштабах, а с огородного участка. Семья Галеевых живет дружно, и у них тоже свои традиции. Одна из них — вместе ходить на голосование. И так вот уже 60 лет подряд. В общем, на выборы, как на праздник. Сегодня большой праздник. Вот так одевайся хорошенько, чтобы мы настоящие татары были, моториты бары. Нарядились, теперь и голосовать можно. В этом году в Бирюлях на избирательном участке новшество — кабины электронного голосования. Проблему у избирателей это не вызывает. На все вопросы отвечают члены комиссии. Ни одну выбор мы не оставили никогда. А тем более сейчас такой жизнь хорошая. Как на выбор не идти? По той же доброй традиции после выборов семья Галеевых собирается пить чай. Всего в Бирюлях на участках ждут больше 2250 человек. 30 из них будут голосовать впервые. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ, Высокогорский район. Выступления артистов, ярмарки на избирательных участках и доставка голосующих на самодельном транспорте. Жители республики сегодня идут на выборы словно на праздник, и каждый населенный пункт выделяется по-своему. К примеру, в Альметьевске более 50 ресторанов предлагают голосующим различные угощения. Как проходят выборы в регионах Татарстана, разузнал Ленар Гинатуллин. Территория у избирательного участка, что в Альметьевском ДК «Нефче», сегодня похожа на общегородские гуляния. Здесь с самого утра сотни голосующих. Жители нефтяной столицы отдают свой голос, но после домой не уходят. Потому что на площади перед ДК проходит гастрономический фестиваль. Конечно, свой долг выполнили, проголосовали. Сейчас с чистой совестью, как говорится, пришли на праздник. Не ходила, еще не успела, попозже пойду обязательно. Гастрономический праздник возле избирательного участка устроили и жители Елабуги. Здесь активисты организовали ярмарку добра. На прилавке овощи с собственного огорода, а все вырученные деньги направят на помощь нуждающимся. Теперь мы эти деньги, которые у нас будут, отдадим приютам. А это уже Мамадышский район. Рафаэль Шерифулин, житель деревни Старый Кумазан, удивляет всех своим самодельным трактором. До этого работал в поле, а сейчас с удовольствием везет на нем односельчан до избирательного участка. Мне захотелось отвезти односельчан на выборы. И техника работает, и соседям приятно. А вот возможность проголосовать на выборах для Юлии Муртазиной символизирует начало новой жизни в России. Этого дня она ждала 4 года. Бывшая гражданка Украины впервые приняла участие в голосовании. Она одной из первой пришла со своей семьей на избирательный участок. Честно говоря, очень волнительно. Для такие настоящие гражданские эмоции испытываю, потому что наконец-то я стала гражданкой Российской Федерации. Здравствуйте. Добрый день. Мы к вам на выборы. В выборах участвуют и пациенты больниц в Нижнекамске. Здесь голосуют родители, которые ухаживают за своими детьми. Чтобы проголосовать, не нужно далеко ходить, всего лишь спуститься на первый этаж больницы. Если пациент поступил сегодня к нам в больницу, естественно, ему тоже предоставляется возможность отдать свой голос. Армянское национально-культурное объединение... А в Нурлате избирательный участок превратился в многонациональную встречу. Она прошла в Доме дружбы народов. Здесь чуваши, татары, армяне, азербайджанцы. Выполнив свой гражданский долг, они не расходятся по домам. Вот так активно и креативно сегодня голосует республика. Ленар Гинатуллин, ТНВ, Татарстан. Мы сейчас перемещаемся в Пирамиду, в единый информационный центр выборов. Как мне сообщают, сейчас стали известны свежие данные о явке избирателей. Впрочем, все узнаем у Салавата Мухаммадуллина. Он продолжает следить за завершением избирательного процесса. Салават, расскажи нам о последних новостях из пресс-центра. Добрый вечер, Алексей. Да, вы верно сказали. Последние результаты явки здесь объявил ровно в 20:00 после закрытия всех избирательных участков председатель Центра избиркома Республики Мидхат Шагиахметов. На 18 часов явка составила 58,1%. Также Мидхат Шагиахметов дал краткую оценку ходу голосования сегодня. В общем, давайте его послушаем. Голосование в сети распространено на 18 часов.
В Татарстане, в нашей республике, проголосовали 1 708 563 избирателя, что составляет 58,1% от числа избирателей, которые были внесены в список на момент начала голосования. Предвыборная кампания нашей республики прошла организованно и спокойно. Тем не менее, сегодня в день голосования в сети распространялись информационные вбросы, фейки, непроверенная информация. Все сообщения Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан и территориальными избирательными комиссиями нашей республики тщательно проверяются, им дается правовая оценка. Здесь же сегодня были объявлены результаты экзит-полов. На выходе из избирательных участков были опрошены 9 тысяч татарстанцев и в столице, и в городах, и в селах. В общем, было 50 точек. Вот объявил результаты и дал им краткую оценку эксперт Андрей Тузиков. Давайте узнаем его мнение. Часто ли результаты экзит-полов? Примерно 9 тысяч человек было опрошено. Единая Россия по отзывам проголосовавших набирает где-то 69,9% голосов. На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации 12,7%. На третьем месте Либерально-демократическая партия 4,7%. Далее следует Справедливая Россия 4,3%. Затем идут Коммунисты России 3,8%. Ну и Российская партия пенсионеров, партия Роста набирают, соответственно, там 2,5 и 2,1% голосов. За ходом голосования сегодня по всей республике следили 18 тысяч наблюдателей. И вот практически на каждом избирательном участке были наблюдатели, подготовленные Общественной палатой республики совместно с корпусом «За чистые выборы». И вот итоги наблюдений и проверки различных сообщений здесь подвел Павел Соломонов. Давайте его тоже послушаем. В общей сложности по всей стране было направлено от корпуса 11 тысяч избирателей, среди которых больше 2000 избирателей было направлено в Республике Татарстан от нашего регионального отделения. Я подчеркиваю красным, что это больше, чем в любом другом регионе. Наш наблюдатель, как показала сегодняшняя практика, именно мерил мерой неангажированной, справедливой и конструктивной. В целом, мы действительно можем назвать эти выборы честными, чистыми и легитимными. На сегодня информационный центр уже завершает работу, но уже завтра результаты явки, а также первые результаты выборов объявит здесь председатель Центра избиркома Республики Мидхат Шагиахметов ровно в 11 часов. Алексей, передаю вам слова. Спасибо, Салават. Ну, а мы продолжим. Отдав гражданский долг, жители острова Града после голосования отметили традиционный гастрономический фестиваль «Свияжская уха». С 16 века островитяне занимаются рыбалкой, отведать суп съехались гости со всей страны. Как день выборов превратить в настоящий праздник, увидела Лилия Кашфарова. Музыка, гармонь, кокошники. Так на участке в бывшей земской больнице встречает 195 свияжских избирателей. 2 по сервису «Мобильный избиратель». А вот матушка Людмила местная пришла уже в 29-й раз. Лето продолжается. У нас есть право выбора. Я обязательно планирую сходить на Уху, попробовать еще раз, хотя и знаю, что это такое. Ну, потому что это наше, Свияжское родное. У жителей Свияжска расписание: с утра участок, в обед уха. На площади танцы, песни, ярмарка, традиционные ремесла и запахи костра. На звание главного уховара претендуют 16 команд. Укропчик, маленько курочки, маленько... Ну, все зависит от рыбы самой. Копченую паприку добавлю. Вот, такого еще никто не делал. За 7 лет фестиваля вырос и масштаб, и количество ухи. В программе рыбалка, морская кухня, средневековые танцы, рыцарские забавы. Кто-то прибыл прямо с избирательного участка, а кто-то с другого региона. В 8 утра проголосовали, но заранее не планировали. Потом с семьей приехали сюда отдохнуть. Удивительное место. То, что мы сюда приедем еще раз, это точно. Сходила на выборы, проголосовала. И мы
приехали сюда отдыхать. Подходи, попробовать наши ухи. Здесь подготовлены продукты на 7 тысяч порций. Сегодня будет представлено более 17 видов рыбацкого супа. Но классический вариант из 3 видов рыб может попробовать каждый абсолютно бесплатно. Лилия Кашварова, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский район. У меня на этом все. Далее на ТНВ программа «7 дней» с Михаилом Любимовым. Всего вам доброго.